Церковь святого Георгия Победоносца в селе Хяцха построена в XIX веке. Первоначально здание было возведено в XI веке, но во второй половине XIX века по инициативе прихода и его прихожан, в частности, на пожертвование семьи Колбая, была реконструирована. При осмотре фасада храма легко заметить некоторые элементы, характеризующие архитектуру XI века. С тех пор церковь святого Георгия служит прихожанам и Богу. Она продолжает на земле то дело спасения, которое начал воплотившийся Господь, потому что только в церкви, в таинстве причащения происходит не просто встреча, но соединение человека и Бога. Построен этот храм 1883-84 года. Фамилией финансировали его Колбая, здесь компактно проживает, это фамилия Колбая. Они это финансировали, освящен он в честь святого Георгия Победоносца. Каждую субботу-воскресенье и каждый праздник, имеется в виду субботно-воскресные службы и праздничные службы, здесь стабильно они идут, да, лишь бы было здоровье, проблем нет. Все, кто хотят, они знают, приходят. Сюда в основном приходят люди, страждущие, чтобы обрести покой и веру, причаститься, исцелиться и найти предназначение человека на земле. Человек должен разобраться, зачем он живет, разобраться, что такое Бог, еще раз повторю, и в чем смысл его жизни. На эти вопросы отвечает религия, на эти вопросы политика, экономика не отвечает. Бог нужен только тому человеку, кто жаждет этого, кто интересуется этим. Это насильно сделать невозможно. Этот человек должен жаждет это, он должен интересоваться, зачем он живет, понимаете? И он должен изучать себя, исследовать, много заниматься, читать. И он выходит к такому выводу, что человек болен. Вы скажете, как болен? Болен гордыней, тщеславием, высокомерием, хитростью, подлостью, завистью и так далее. Это в христианстве называются греховные страсти. 27 февраля православные христиане вступили в Великий пост. Он продлится до светлого праздника Воскресения Христова. Великий пост начинается за 7 недель до Пасхи и считается особо строгим. Человек должен вот сейчас во время поста больше уединяться, больше пребывать в молчании, в тишине, покое, в молитве. Понимаете, больше читать, больше слушать духовных проповедей. Вот это и есть пост, понимаете. А так что насильно это невозможно. Это ваше понимание, ваше сознание. Если вы этого не осознаете, не понимаете, что вы нуждаетесь в спасении, это бесполезно говорить. Бог есть жизнь, жизнь есть Бог. Пост – это период жизни, когда мы испытываем себя. Мы решаемся на подвиг, который выражается как в духовном, так и в физическом плане. У нас приходят люди, кто, конечно, много пострадал в своей жизни. По разным событиям в личной жизни человека бывают. У кого дети уже умерли, у кого муж умер, им тяжело. И вот в основном здесь категория людей, кто очень многострадальные люди прошли. Но эти страдания, видите, они приводят к пониманию жизни. Да, и люди начинают задумываться о смысле жизни, о Боге, о Спасителе, о своей душе. Городские власти и сами прихожане не раз оказывали помощь церкви. Глава района Константин Пилия выделил средства на закуп строительных материалов для постройки трапезной и ограды. Трапезная, которую своими руками построили христиане, служит прихожанам еще и учебным центром. Разные постройки ведутся периодически, в основном на пожертвования жителей района и города Гал. Выполняет функцию и трапезной, и собираемся, тоже общаемся, когда было время, когда лекции читали, мы сейчас холодильник, этот газ, все. Это все прихожанка одна приобрела. Да, это тоже вот столы, стулья, все пожертвования. Единственное, что мы вот эти блоки привезли и вот сами строили. Здесь все и ограда, и стол, так что вот так вот. Церковь в селе Хяцха Галского района является не только памятником архитектуры республиканского значения и находится под охраной государства, но и местом, куда могут прийти все страждущие, найти покой, обрести веру и смысл жизни. Анжела Убилава, Ника Гачава, Борис Цацуа, Тея Басария, Гал Медиа.